Дарья Михайлович Мягкой. Добрый день, дорогие земляне. Сегодня у нас тема про язык человечества. Как в начале, вчера я еще говорил, что когда мы говорим про язык человечества, мы не можем себе представить, что было множество слов этих не было. Не было почему? Потому что не было всех тех предметов, которые сегодня нас окружают. Ни стульев, ни столов, ни домов, ни посуды, ни так далее. А что же было для первой пары на земле? Для первой пары на земле была земля и было небо. Небо было ора, земля была ола, и солнце, производное от них, было баола. И когда, не было предметов, окружающих нас, не было и слов, обозначающих эти предметы. Слова появлялись с появлением предмета. Появляется предмет, и появляется его название. Не просто сел и придумал ему название, а название это выходило из описания теми словами. В древнем словотолке описывались эти слова, и получался древний словотолк. Самыми продуктивными словообразующими словами были название солнца, как я уже говорил, название всяких богов тогда в первобытном обществе. Ну, например, если взять, каким богам поклонялись наши предки, то пересекаются пути поклонения этим божествам. Например, в русской мифологии есть такие божества-теонимы, как Бога, да Бога, Сварога. И на нашем языке эти слова звучат: да Бога, хозяин чаши небесной. Бога, да, чаши небесной хозяин. Но из этого, в русском языке сохранился слово «Бог», так и остался. Когда это же слово «Бога» на нашем языке и сегодня старики наши говорят: будет тебе то, что будет, что сделает, как поступит с тобой хозяин неба, Бога, да. И кроме того, глядя на небо, глядя на землю, человек изобретал свои первые нехитрые изобретения. Например, чашу глиняную он слепил, глядя на небо, скопировал копию неба и обжег, и получилось у него название, уже он его назвал как небо. Вот когда уже позже, это было ранние времена, когда мы берем названия современных даже предметов
эти названия возникли в далекую древность, возникли на простых примерах. Ну, потом самое интересное, и очень долгое время мы работали над тем, что, вот, например, счет до 10. Человеку очень рано нужен был, он нуждался в счете предметов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звучит на русском языке, чисто на русском языке, но восстановив утраченные согласные и гласные, этот текст звучит первобытному и звучит совсем иначе. Один раз ветра Давидари садиери пияти сесадасиоми овосиоми да овияди иси да осияди ити. Это говорит о том, что когда сочинялся счет до 10, он не был сочинен за 1 тысячелетие или за 2 тысячелетия. Шло очень долгое время его сочинения. Человек сначала считал только до 2. Это Саа, солнце взошло, и Сао, солнце, Шио, солнце зашло. Взошло и зашло. И через многое время он добавил, что солнце это еще делает Гоа, круг. Значит, Саа зашло, Шии зашло, и Гоа делает круг. В китайском языке слово числительное 2, числительное 10 звучит как ши. А в нашем языке ши звучит как числительное 2. Почему так получилось? Да потому что с тех пор, как придумали Саа Шии, между ними вставляли другие свои числительные, которые они придумали раньше. Они просто разделили небо на 10 частей, и каждую часть назвали, это прообраз будущих часов, а каждую часть они назвали своим именем. Значит, Одаина раса, это восход солнца. Ветра да, вот здесь именно они Богом считали солнце, да, ова. Он уже на небе, да, ори, выше поднялся, шедаэри, чуть выше, пияти, это самый зенит обеденного солнца, сиэсиди, да Аллахи ойо 6. 6 самое почетное было в названии тогда. Сиоми вараги, авосим вараги, да овьяди, иси, да осьяди, ити. Это уже 8-9, это положение вот эти. Но нахский язык имеет не дистеричную систему исчисления, а имеет 20-ричную систему исчисления. То есть использованы не только 10 пальцев рук, но использованы и 10 пальцев ног. И ход солнца разделен на 20 частей. И таким образом, а когда это складывалось это тогда, когда, значит, складывалось это тогда, когда, значит, они названия эти придумывали при помощи теонима Тха, то есть во время поклонения Богу Тха.
И поэтому у нас, например, если в десятиричной системе 10, 20, 2, 10, 30, 3, 10, там 5, 10 и так далее, а в нашем языке 20 щитрощот, ходокост и так далее. То есть 20-ричная система от того, что, значит, назвали все 20 пальцев, имеющиеся на ногах. То есть в небо было разделено не на 10, а на 20. Имеется в виду и небо, значит, над землей и под землей. Но проходили времена, люди заполняли, постепенно заполняли эти, значит, промежуточные цифры, и четко на земле родились два, значит, одна система десятиричная, другая 20-ричная. Удивляешься тому, сколько придумано слов для образования слов при помощи слова «ан». Поскольку «ан» небо упоминалось во всех случаях, и, значит, ну, например, двери, сама коробка, санах, «ан» при помощи, например, канава, гаан-ава, при помощи «ан», страна, «ан». Отсюда названия отдельных стран, топонимы: Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Иран и так далее. Все страны придуманы на слово «ан». И таким образом, ну, прошла какая-то эпоха, огромная эпоха, которая выдала все возможные слова при помощи суффикса «ан». Но если взять отдельные народы, Китай, Янь-инь, Ян – это небесная святость, Инь – это земля, и теперь там у них названия топонимические все на Ян-инь. Очень много на земном шаре названий, которые говорят про Ян. А что же дало ингушскому языку название слова «ан»? Многое дало. Прежде всего, мы мать свою называем Нана. Ана, Нана. Небесная. Потом очень интересно, что в ингушском языке, вообще в вайнашском языке нету слова богиня. Но зато есть Хиннана, Мехнана, Цинана и так далее. Мать огня, мать ветров, мать вод, мать стихии и так далее. Там очень много было матерей, и поклонялись этим матерям не как богиням, а как матерям. Так вот, в эпоху распространения вот этого слова «ан» и родились вот эти
слова. Ну, топонимии, конечно, и Европы, Германия, Голландия, Исландия, Финляндия, там все эти, Франция, все эти слова тоже взяты оттуда. Словотолки вдруг не исчезли из языка. В любом языке застывшие словотолки, которые, значит, выражают конкретно какую-то мысль, но этот словотолк застыл на веки веков в том виде, в каком он возник многие тысячи лет тому назад. Вот в войнавском языке есть такие слова, как белка у нас барждурть, как чайка у нас чаридурть, как прыщик босбурть, как стрекоза горидурть. Значит, если взять в русском языке застывшим словотолком является и голеностоп, и колено, и другие, потому что они выражали в то время как сгиб конечности, а сейчас они выражают просто это название этого. Ну, например, очень интересно ну, слово окрестность. Неудобное, длинное слово. Пространство. Переострянство. Там употреблено первобытных 5 слов. А на самом деле впрятали этими словами внутри «ан». Вот тебе и пространство. А до этого было слово «простор», организованное, образованное от слова «ор», небо. И пространство тоже дважды применено слово «ор» и «ан» для образования этого слова. Ну, например, смешной такой факт. Дед в русском языке не имеет объяснения. Почему? Потому что он перешел, как слово «толк», целиком перешел он в словарный состав. А вот на нашем языке деда, отцов, отец. Тут он употребляется как словотолк, отцов, отец, деда, или деда. Идет наращивание словотолка, а вот в русском языке, если дед, то надо добавить по матери или там еще тогда дополнительное объяснение требует, а словотолк не требует объяснений. Он, как вот назвал, он сам за себя говорит, что это, значит, деда. Вот те слова, словотолки, которые находятся в русском языке. Например, вот интересный такой факт, шоколадка. А в войнавском языке атканки. Шигол атке, значит, место, где крепятся 2 кости. Толкует. Щиколотка толкует место, где крепятся 2 кости. И этим самым
описывает точно сверху две берцовые кости крепятся в этом месте. Есть это описание, это есть словотолк. Вот такие застывшие словотолки встречаются на каждом шагу. Например, если взять глаз, русское слово глаз, и нахское пальки. Нахское г оканчивается на г, а русское начинается с г. И получается при стыковке этих двух слов получается словоток баоргелоса. Есть овраг видения с душою видения. Овраг видения с душою видения. Баоргелоса. Лаориг. Сала ухо оригеми. Длинный застывший словотолк, но он при распаде дал слово ухо, вход. Но, например, на русском языке вдох и на войнахском языке садох. Вдох и садох – это почти из одного же материала, так? И дох обозначает тянуть в себя. И садохи, то есть воздух для дыхания. Так, в одном случае это прямые слова, перешедшие, а в другом случае это словотолки, которые толкуют и до сих пор то, что в них вложено. Колено в словотолк голо ено. Сгиб конечности в переводе современного войнахского языка. Но из этого словотолка только го, маленький слог, взяли себе войнахи, а колено осталось целиком, как есть. Словотолк древности осталось у них. Ну, интересно и другое, что голеностоп, ност, войнахский ност, голень находится внутри голеностопа, а целиком весь этот длинный голеностоп сидит в русском языке. А еще какой-нибудь пример такой наглядный? Ну, таких примеров, конечно, много. Таких примеров много. Например, если взять русское слово крик, гар-ика. Гар-ика – крик. Крик более коротко, а это восстановленный сразу. Так? Ну, взять, допустим, голос хаол-ос, а голос войнахский просто ос. Хаол-ос, ос. Как и всегда в войнахе берут маленькую часть себе, а русскому оставляется целый словотолк. Ларика, голос. Ну, самое интересное, если тебя, вот, любого из нас спросить, слух. Салаухо. Саос, лергич, значит, охмотик. Ухо куда входит? Вход. А скажи на ингушском слух. Нету. Есть хозион, слышишь ли ты, но слух, лергия ходзи хазати,
а стало ухо и сегодня звучит на нашем языке, от которого потом стало слух. Ну вот, например, долгое время человек использовал в качестве землеройного орудия биологическую лопатку. Многие лопатку называются народы, а многие лопатка биелаопаата. То есть это была костяная лопатка, которую он брал в руки и крошил землю. По-моему, понятно. Но я много думал, вот интересная мысль. Смотри, ноготь, на русском ноготь, и коготь, на русском коготь. Кокоти, ингушские слова, ноготи. Ингушское слово. Ну, в ингуше нет ни когтя, ни ногтя. Нету слов. Украли. Не оставили. Целиком забрали, значит. Кокоти, коготь. Ноготи, ноготь. А все это у нас мар. Ну, даже трудно поверить, что у нас нет названия ногтя. Не доработали язык. Есть мар. А мар это и крюк, и вилки, и вилы, и все, что хочете. Ельи очень легко составлять в словотолке зуб цельки. Зуб саерик, ама отсюда жер, отсюда. Так, вот примерно вот так складывался язык.